Это новости экономики в прямом эфире на Якутия-24. В студии работает Нургуяна Иванова. Ожидаемая продолжительность жизни в Якутии стала самой высокой по итогам 2018 года среди регионов Дальнего Востока. Уровень общей смертности в республике зафиксирован более чем на треть ниже общероссийских показателей. Среди основных причин смертности трудоспособного населения называют внешние причины. Затем идут болезни системы кровообращения, новообразования и болезни органов пищеварения. При этом смертность трудоспособного населения Якутии от болезни сердечно-сосудистой системы почти в 2 раза ниже, чем по стране. Для снижения смертности населения в республике построят вторую очередь кардиологического диспансера. Также оснастят региональные сосудистые отделения в городах Мирный, Нерюнгри, Алдан и в поселке Хандыга. Финансирование на почти 30 миллионов рублей в этом году получат дома культуры в нескольких районах Якутии. Сумма субсидий из госбюджета Якутии составляет свыше 2 миллионов рублей, а общая сумма финансирования с учетом федерального бюджета составляет 29 миллионов 130 тысяч рублей. Финансирование выделяется в рамках реализации федерального проекта «Культура малой Родины». Средства пойдут на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек. Всего финансирование будет предоставлено 28 домам культуры. Жители арктических районов Якутии освободят от транспортного налога в 2019 году. Такое решение позволит поднять доходы населения и снизить уровень бедности. Ранее глава Якутии Айсан Николаев на съезде Совета муниципальных образований республики дал поручение правительству подготовить проект закона об обнулении транспортного налога, а органам местного самоуправления освободить население от налога на имущество и земельного налога. Немецкая компания Lernidae Erlebnisreisen намерена летом текущего года запустить 4 чартерных речных круиза на реке Лени из Якутска в дельту реки недалеко от Тикси. Иностранная компания будет развивать люксовый сегмент железнодорожного, речного и морского туризма на Дальнем Востоке России при поддержке Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. Соглашение по привлечению инвесторов в туристической сфере между сторонами было подписано в марте текущего года. Кроме того, немецкий партнер в 2019 году запустит 12 чартерных спецпоездов по Транссибирской магистрали для туристов из 47 стран мира. Маршруты направлены на повышение туристской привлекательности регионов Дальнего Востока России для иностранных туристов. Представители японских компаний Toshiba, Hokko, Hokkaido Corporation и ВК Консалтинг проявили интерес к проекту реконструкции международного терминала аэропорта Якутск. В частности, японская сторона выразила готовность поставлять досмотровое оборудование, оборудование для регистрации пассажиров и таможенного контроля, а также систему сортировки багажа. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в рамках реализации инвестпроектов, стратегии развития аэропорта до 2032 года. Согласно ее плану, руководство аэропорта планирует увеличить пассажиропоток до 1,5 миллиона человек в год. Отметим, что сегодня через аэропорт Якутск в год проходит около 900 тысяч пассажиров. Напомним, что реконструкция международного терминала аэропорта Якутск пройдет в 2020-2021 годах. Разработка проектно-сметной документации запланирована на этот год. Якутяне могут принять участие в онлайн-зачете по финансовой грамотности. С 15 по 29 мая пройдет ежегодный всероссийский зачет по финансовой грамотности. Жители республики также смогут оценить уровень своих знаний в области финансов, получить обратную связь и материалы для изучения проблемных тем. Для участия необходимо зарегистрироваться и пройти тест из 30 вопросов как по сложным финансовым темам, так и по актуальным для повседневной жизни. Это кредиты и депозиты, пенсионные накопления и страхование, инвестиции и правила защиты от мошенников. В этом году участники смогут выбрать уровень сложности теста в зависимости от уровня своей подготовки. При этом решить нужно не только тестовые задачи с выбором варианта ответа, но и вопросы, требующие развернутого пояснения. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.